ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Русскоговорящие люди вновь написали тотальный диктант. 16-я по счету проверка на этот раз произошла в 80 странах мира. Ухта присоединилась к акции в 6-й раз. Свои знания проверили на 24 площадках города, в том числе одна из них в системе ФСИН. Для многих из тех, кто работал на местах, стать участником тотального диктанта стало приятным дебютом. Мечтала попасть вот в ту часть участников, но вот так сложилось, что я сегодня диктую. Волнительно. Волнительно то, что это первое участие. Волнительно, что это такое масштабное мероприятие, в котором я принимаю участие. Общий подсчет зафиксировал, в этом году текст написали более 330 человек только в одной Ухте. Среди них как русскоговорящие, так и иностранцы. Автором текста для диктанта стал литературовед и писатель Павел Басинский. Как прокомментировали специалисты, проверочная работа была скорее критической статьей, а не художественным произведением. Текст мне, как для филолога, был очень интересен, и потом станет понятно почему. То есть это не только текст на знание русского языка, но это еще и текст, такое небольшое посвящение в русскую литературу. Процедура диктанта привычна. Прочтение текста автором, затем запись под диктовку, самопроверка и уже в финале работы сдаются на проверку. Ее проведут в Новосибирске, на родине диктанта. Предварительно местные спецы сферы образования замечают, орфографических ошибок допустили немного, пунктуационных наоборот хватает. Результаты станут известны через несколько дней. Их можно увидеть на сайте проекта. В 20-х числах в Ухте состоится награждение самых отличившихся участников тотального диктанта 2019.